есть два варианта. Или искать истину действительно, или стараться сейчас нам говорить, что вы неправильно понимаете. Бог, как я сказал, здесь про Давида, он имеет в виду одно, а здесь, когда он сказал, он имеет в виду другое. Тогда мы у вас будем спрашивать, откуда вы знали, что у Бога мозги? Давайте. Все, я понял. Я, оказывается, не верую. А в Коране докажите мне, что Магомед истинный пророк. Я докажу запросто. Знаете, Коран запросто. Давайте Коран. Коран, дайте. Давайте поговорим про ислам, про Коран. Коран. А то я совсем запутался. Не знаю, что Истинный пророк именно для арабского полуострова, ну, для арабов, да, или для всех людей. Вот Арабский? тоже. Нет, русский. Я вот последний раз просто подарил. Тогда тоже самое случается. Посмотри, Значит, тоже был пророком. Еще раз, пожалуйста. Из евреев, да? Еще раз, пожалуйста. Я не слышал. Вот Мухаммед якобы является, ну, Всем миром арабском рождения арабского полуострове, народа. ну, привел к единобожию, да, вот язычников, там это, был пророком из арабов, да? Да. И является для них или же для всех миров? Ну, это один вопрос. Это первый вопрос. Да, и второй вопрос. Иисус же тоже пришел из евреев, для евреев. Но опять-таки потом же говорит, идите всем народам, донесите им спасение, Евангелие, суть Евангелия. Хорошо. Видите, тоже Вот вопрос. сложно Да. вот это. Нет, это очень простой вопрос. Да. Для тех, которые хотят понять, это очень простой вопрос. Мухаммад, когда пришел, никогда он не сказал, что я пришел только для арабов. Никогда. А вот покажите мне, пожалуйста, это. Подождите, не торопитесь, не торопитесь. Да? Не торопитесь. Вы стараетесь, как говорится, если не хотите вот, слушать, дайте вот им слушать, потом, пожалуйста, как хотите, говорите. Мухаммад, когда вы читаете вот Коран первое, столько раз вы слышите: о люди, о люди, о люди, о люди, о верующие, о люди. То есть весь разговор в Коран, он обращение к людьми. И в Коране написано, Мухаммад сказал несколько раз, Аллах сказал, что мы тебя спаслали для всех миров, для всех народов. Теперь слова Мухаммад и слова Бога, то есть Коран, подтверждает, что он спослан был для всех людей, а Библия и слова Иисуса наоборот. Иисус, когда говорил все слова Иисуса, я говорю, 10-20 раз Иисус сказал, я был послан только для евреев, только для евреев. Смотрите, слова Иисуса. Если вы умеете понять слова, слушайте слова. Он говорит, я был послан только для погибших овцов дома Израиля. Есть такой текст? Есть. Вы этот текст понимаете? Смотрите, слушайте, смотрите. Я был послан для погибших овцов Израиля? Ответ нет, не так текст. Он не говорит, я был послан для погибших овцов. Нет. Он сказал, я был послан только. Понимаете, что это значит? Только. И когда пришел ангел, говорил про Иисус, никогда он не сказал, что он пришел, чтобы его для спасения мира или для людей. Он сказал, для Израиля, для Израиля, для Израиля. Иисус сам говорит это. Теперь, не можете доказать из слова Иисуса, что он послан только для евреев. Также не можете, никогда не можете доказать слова Мухаммада и Писания, что он для арабов только. Теперь смотрите, как вы поступаете. Вы не знаете, родились как мы. Мы сегодня родились. У нас есть две книги. Одна книга адресована нам, людьми, а вторая книга Бог Израиль, царь Израиль, Бог Израиль, царь Израиль. Нету людей, нету слова людей. Мы все равно говорим, смотрите, как говорим. Это как называется? Упрямство. Мы говорим, нет, это для всех людей, а это для арабов. Но здесь в этой книге написано, сама книга говорит, Бог Израиль, я только для овцов Израиль, только для израильтян, только для... Все равно, нет, это для нас. Я всегда говорю, вы такой человек, кто берет квитанции, не на его имя, и идет ее оплачивает. А квитанции, которые адресованы ему, он ее не трогает. По каким поводам? Не вижу. Вот. Я извиняюсь, я просто извиняюсь. А как вы сказали, что где сказано, что для всех? Не, я просто... Последнее, то есть распространяйте мнение вообще. Ну, те последние слова Иисуса, идите по всему миру Нет, и Иисус проповедуйте пришел в Евангелие Израиль, всей твари. У него был определенный... Ну, Это где написано?
Евангелие в концах. Он Теперь смотрите. Теперь этот текст, что касается этого текста. Смотрите. Когда мы находим 15 и 20 текстов, которые говорят, что он говорит, я был послан только для овцов Израиля. И увидим в конце Евангелия от Матфея, 28 глава 28, в конце, последний стих, там такое слово добавлено. Идите, крестите всех от имени Отца, Сына и Духа Святого. Начиная с Иерусалима. Нет, не начиная. Там есть другое слово. Там есть другое место еще. Теперь мы текст, когда мы говорим, мы берем только слова, потому что мы хотим менять. В-первых, когда человек, смотрите, если, я просто хочу вас спросить, как человек, умный человек, если мы сидим, меня спрашивают, вы откуда? Я говорю, я араб. Меня спрашивают, ты откуда? Я говорю, я араб. Кто спрашивает, ты откуда? Я говорю, я араб, приехал из Иордании. Он спрашивает, я говорю, я араб. Потом, через некоторое время, кто-нибудь мне звонит, я говорю, я звоню, я с Алматы. Я с Алматы. Что вы поймете из этого? Кто-нибудь может сказать, что этот человек не араб, он алматинец, он из Казахстана? Или мы говорим, когда у нас есть текст, который непонятен, и есть много текстов, которые ясны и понятны, мы всегда текст, который непонятен, его поймем с пониманием этих текстов. Это не говорит о том, что этот текст есть в Евангелии от Матфея. Я вам докажу, что это в Евангелии от Матфея нету его. Этот текст, который сейчас говорят они, я им докажу научным образом, что этот текст добавленный. Потому что это только в одном случае, если они знают, как Библия собиралась и когда собиралась. Если историю знают, сейчас легко мне доказывать, что это добавлено. Но я могу сказать одно. Ученики, когда пошли проповедовать, они проповедовали, этого крестили именем Иисуса. Не крестили именем Отцом, Иисусом и Святым Духом. Что-то получается, что они стояли против Его слова. Последний, да? Мы говорим, нет, но просто эти слова они не слышали, никогда не видели, это добавлены. Теперь, перед тем, чем у нас спросит про этого текста, отвечайте, почему он говорит, я был послан только для овцов Израиля, почему ангел сказал, что он пришел, чтобы для спасения своего народа, для спасения Израиля, он будет царем Израиля, на престоле Давида. Почему эти тексты повторяются так часто? Это говорит, что он только для евреев, он говорит только для Израиля. Теперь объясните себе и нам, пожалуйста. Ну да, этот вопрос, кстати, я задавал тогда, мне вот интересно, действительно, почему столько текстов? Не, он мне не ответил вопрос. Я вам говорю, про Магомеда открой, покажи, расскажи. Он не делает. Отвечает, пожалуйста. Дайте, просто человек спросил вопрос. Вот, посмотрите. Как всегда, вот это, как всегда. Сейчас Библии, они не могут, они не хотят сейчас Библию уберем. Почему? Да, я понял. Скажите вот так, скажите, что вот это мы не в силе написано, мы не сможем, не хотим говорить про Библию. Потом мы скажем, что, пожалуйста, хотите Коран, если люди хотят про Коран, пожалуйста, возьмем Коран. И мы вам заранее говорим, если вы нам, смотрите, если вы нам докажете одну, Аллахи одну, такую вещь, одну только в Коране, мы перестанем быть мусульманами. Мы не будем верить в это. Потому что не может быть Слово Бога, а нас такими, понимаете? Мы не будем, не сможем. Говорим, вот Коран. Мы, в отличие от вас, говорим, дайте, ищите, покажите. Если докажете нам. Если мы увидим, Я не буду доказывать. мы не будем. Я до этого говорил тебе, я не буду никому ничего доказывать. Мы справедливые люди. Я не Бог, чтобы доказывать. Бог Даже есть если Бог. какая-то печатка... Даже опечатка, смотрите. Опечатка будет, мы побежим туда, конечно, скажем, где Даже, истина, правильно? если будет опечатка, смотрите, если будет опечатка, даже мы перестанем бежать. Да. Даже если опечатка. Да, Я сразу тебе говорил, я доказывать ничего никому не буду. Бог есть. Потому что Бог очень большой и сильный. Я кто такой защищать его, доказывать, что он есть, что его путь, вот он. Так и так и так, понимаете, да? И если я поверил, я верю, я двигаюсь, да? И если я говорю, докажите, опять-таки покажите Коран и Магомеда, вот так, как это так? Хотя я знаю историю Магомеда, да? И знаю Коран, на русском я читаю, и там если
Вы знаете историю Кстати, Мухаммада? вы показывали? А вы же сказали, даже суру класс даже не знаете. Кухалу Нет, вы знаете историю Мухаммада? Вот эту маленькую суру вы сказали, даже не знаете Кухалу Хахет. Нет, история Мухаммада, Сура это другая. Ты Коран читаешь? Хорошо. Коран считаешь, она же вот такая маленькая. Историю Мухаммада вы знаете, Фатиху говорили? взяли. Вы говорили, я знаю историю Мухаммада. Историю Мухаммеда Ага. я 100% не знаю, но у меня есть, Хотя бы которые писали 10 историю его. 10% знаете? Да. Хоть что-то про него знаете? Да, 10% знаю. Теперь давайте мы используем вот эти знания ваши вот про Мухаммада. Поговорим про Мухаммада, эти знания. Просто мы хотим доказать, что вот ваши слова, которые вы сейчас будете говорить про Мухаммада, они вас будут судить. Хорошо, теперь это самое. Если бы я знал, что он здесь придет, я бы тоже теолога принес. Понимаете? У вас есть теолог? У меня есть теологи. Есть человек, который сможет приходить и зачитать Библию. Да. И теперь вот, как бы некрасиво поступили. Почему? А потому что я с ним встречался, я с ним разговаривал. Когда вторичная встреча была, Нет. я не пошел. Есть у меня люди, которые занимаются Вот он обещал. психологически, да? Вот они обещали прийти. Нет, в тот раз была встреча. А если вы сказали... Они обещали прийти. Нет, вот Ответы- Ответы приносить. То есть- Подожди, я не понял, Айман, вы, я не могу понять, теолог вы? Да, теолог. Кто? Вы. Я нефтяник. Мы свой теолог. Нефтяник. Не, ну ее профессия Он не свой тянет. теолог. Нет, Нефтяник. нет, вы на Я- теолога, подождите, учились? Нет, я не учился. Ну, он может говорить. Вы же пастор, да, сказали? Пастор это ну, это как имам, да? А я меньше, Сознание чем мулла. Вот знаете, мулла, вот берете, вот вы учить, да, казахский здесь. Я меньше, чем мулла. Если придет мулла, да, и тогда... Да, вот, мулла ну, меньше тогда- тебя знает. Нет. Но это не важно. Это не имеет, меньше тебя это знает. не имеет значения. А как это Тебе имеет вопрос, значение? мы спрашиваем. Ты смотри, Есть ли вот этот араб, вас вот все? этот араб, он с детства научен этому всему. Всему Естественно. Также израильский народ, евреи, да, с детства научены Торе. Он Тору знает от буквы до буквы. Тору еще. Вы что? От буквы до буквы знает Тору. Если он говорит, израильский народ Иисус пошел, даже те евреи, которые не признают Евангелие, они не признают Иисуса. У них есть Тора книга. Хорошо. Вот и все. Давайте, если у вас есть научный если они даже человек- Тору читают, Вот. я против них не Какой могу. он еще Кому вопрос он должен есть? быть? К язычникам, что ли, прийти? Еще раз. Кто? Вот вы говорите, Иисус почему пришел к израильскому народу? Ну почему? А теперь логически просто подумать надо. Богу время, ну, почему? Он же не должен был пойти к язычникам, там, безбожникам вообще. Должен из их народа выйти. То есть для этого народа. Он, Иисус же сказал, я пришел, ну, не нарушить же закон, Законы пророка. а исполнить закон. И Исполнение. во всех пророчествах было написано, во всех книгах, если вы ну, почитаете, знаете, Исаия, Знает написано он все. пророчество, то, что придет Мессия. Ну, они думали, что придет царь, ну, завоюет всех там. Но цель-то другая была. И Цель спасения да, духовного. и именно для Израиля, чтобы был исполнить закон. А закон был Аврааму, ну, ой, Моисею же там. Он, ну, и вот этот закон, 10 заповедей. И именно для этого народа должен прийти.